Слава Аллаху, Создателю миров, и да благословит Аллах и да приветствует Мухаммада, раба и посланника Аллаха. Мы представляем вам некоторые моменты и живые картины того, как поклоняются представители некоторых суфийских тарикатов. شبكة المجهر تقدم التصوف أفيون الشعوب Суфийское собрание. Есть ли что-либо запретного из того, что делается на суфийских собраниях? На своих собраниях зикра они возвеличивают посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, возводя его до уровня божества. Они описывают посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, эпитетами и качествами, которых достоин только Аллах. Например, описывая пророка, да благословит его Аллах и приветствует, поют «О возводящий рассвет из тьмы». Возможно, они любят посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, но любит ли их Аллах, тех, кто уподобляет создание Создателю? А вот собрание зикра под руководством шейха Али Аль-Ямани происходит в мечети. Так они добиваются милости Аллаха в мечети. Слушайтесь, они обращаются к пророку, да благословит его Аллах и приветствует, говоря: «О копия вселенной в тебе, отражение Аллаха». Здесь они воспевают давно умершего шейха Джейляни, прося у него помощи и описывая его качествами, присущими только Аллаху, такими как всезнающий, ни в ком не нуждающийся и другие. А вот вам один из примеров того, как празднуют некоторые суфии день рождения шейха Ахмада Рафаи. Журналистка спрашивает у имама Суфия:
Вы можете объяснить, что это такое? Это в честь дня рождения шейха Ахмада Рафаи? هو احتفالات بسيادنا الأفاضل يعني أو احتفالات الموالد عامة وما هي إلا Это كتجمع празднование как бы выражает собрание, любовь ради одной цели, чистота души. حاجة واحدة وهي صفاء الروح. أنا أعرف إنه الاحتفال Обычно на Маулиде мужчины отдельно, женщины отдельно, а тут я в первый раз вижу, чтобы вот так, все вместе, музыка, танцы. Как это можно связать с исламом? ده يعني إيه معناه وإيه علاقته بالإسلام؟ لا هو حضرتك يعني الاختلاط النساء بالرجال هنا بالتصوف Нет, это собрание, على أساس перемешка мужчин и женщин в суфизме. Ну, тут все пришли с душой, не с телом пришли, не ради женщин или алкоголя. Пришли ради того, чтобы послушать и отпраздновать день рождения Рафаи. عشان يعني ايه يحتفل بالاحتفال بتأسيس عمل الرفاعي. Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Тот, кто внесет в дело религии что-либо новое от себя, то это дело у него будет отвергнуто». Так ли Аллах сказал восхвалять его? Под музыку, прыгая как дети. Они поют: «О Аллах, о Господь, в моем сердце только Аллах. Ах, ах, ах». Ах у некоторых суфив одно из имен Аллаха. Во время таких забав они произносят звук «ах, ах». В некоторых тарикатах звуком «ах, ах» обозначает имя Всевышнего Аллаха. Разве это одно из прекрасных имен Аллаха? В священном Коране сказано: «Аллаху принадлежат прекрасные имена, так взывайте же к Аллаху посредством этих имен». Имам Ибн Хаджар, да помилует его Аллах, сказал: Имам Куртуби сказал: «То, что придумали суфии из ряда танцев, харам». В мечети под музыку и пляску читает салаваты пророку, да благословит его Аллах и приветствует. Но если это так надо делать, почему же так не поступал пророк и его сподвижники? Суфизм. Хорошо поели, хорошо попели. Женщина отгоняет злых духов от молодожен, используя колдовские методы. Дым, скороговорки, призывая прибегать в трудные минуты к помощи к пророка Мухаммада и его сподвижников и других святых. А Аллах, Всевышний Аллах, никому не нужен? Все это она делает с именем суфизма, прикрываясь любовью к пророку, да благословит его Аллах и приветствует.
В этом отрывке вы видели, как все начали делать зикр в такт. Все это в присутствии шейха Джеффри. Он стоит в проходе в зал. Справа от него человек в белой челме. Это его постоянный спутник в поездках. А позади них стоял человек в синей рубашке. Это хозяин дома. И когда зикр начал входить в экстаз, ах, 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 только тогда шейх Джеффри повернулся к своему спутнику и что-то сказал. Тот, в свою очередь, обратился к человеку в синей рубашке, и тот незамедлительно побежал к камере запретить съемку. Но почему? Чтобы другие не видели истинного лица их поклонения. Шейх Абу Нур увидел сон, как будто бы он в раю услышал голоса у ворот в рай. Выглянул, а там две женщины обращаются к ангелу. «Мы из джамаата Абу Нура. Впусти нас в рай». И ангелы отвечают: «Ну, если из джамаата Абу Нура, тогда входите». Да, женщины наших мужчин зайдут с нами в рай. Как же, ведь в этой жизни они жили с нами, терпели нас. А в Ахирате мы их оставим мучиться в аду? Нет, такое с нами не пройдет. Наши женщины зайдут в рай с нами. التصوف أفيون الشعوب أفيون الشعوب. Вот так шейх лечит больных. صلوا على الحبيب يظلك من صروف زمانهم وصلوا على ما قد أمرت وصاموا فأنت مليك الفضل فيها. وبين يديك الأنبياء قياموا وقمت بإذن الله للحق ناصرا ومنك لإمحاء الضلال حسام. صلوا على الحبيب محمد صلوا على الرسول انوارك يا حبيب الله وجه للانعام وتبعنانا اللي ياب الانعمود بعنا للسماء. يصلوا يا جماعة بضرب وشجون يصلوا يا جماعة بضرب وشجون. А вот такие чудеса творит шейх. И вот так муриды любят своего шейха и получают баракат, поедая его экскременты. А вот возвеличивают своих шейхов суфии в Ираке.
сунной у этих суфиев является отращивание волос и сбривание бороды. А вот вам вопрос. На что способны эти люди ради своего шейха? И насколько это будет далеко от ислама? Звук «ах», который вы сейчас слышите, означает у суфиев одно из имен Всевышнего Аллаха. Не знаешь — научим, не можешь — поможем. А сейчас вы услышите раскаяние бывшего суфия. Я был суфием, использовал много тарикатов. Мы истязали свое тело различными прутьями, ножами, взывали к мертвым шейхам. Мы были хуже мушриков Мекки, против которых воевал пророк, да благословит его Аллах и приветствует. Они были идолопоклонниками, но в моменты трудностей все взывали к Аллаху. А мы, будучи суфиями, даже в трудные времена взывали к мертвым шейхам. Клянусь Аллахом, мы были хуже мушрики Мекки. Я учился у многих шейхов, так называемых, и даже добрался до самого известного из них. Но как я потом понял позже, самый известный — это самый лживый из них. И однажды от него я услышал: тот, кто убьет ваххабита, попадет в рай. Я еще не знал, что это значит ваххабит. Но после слов шейха я был готов пойти и убить ваххабита. Но кто же такой ваххабит? Покажите мне его. Абдурахман ибн Юсуф в своей книге «Нашумевшие вопросы» сказал: на самом деле слово «ваххабизм» было придумано и распространено иудеями, и созданными ими шиитами и всеми теми, кто пошел по их стопам, а также их покровителями-англичанами, с тем, чтобы отвратить мусульман от истинного ислама и вовлечь их в различные течения и тарикаты. И поэтому, назвав истинных мусульман ваххабитами, оклеветали их. Якобы они не любят пророка, да благословит его Аллах и приветствует, запрещает читать ему салаваты, отрицает масхабы и другое. Один из муридов показал мне мечеть. Здесь имам ваххабит, каждую пятницу проводит пятничную проповедь. Но я задался вопросом: как же ваххабита, такого плохого человека, могли поставить имамом мечети и разрешили читать проповеди? Да, это даджал, он не любит пророка, да благословит его Аллах и приветствует, и не читает ему салаваты. Он ваххабит, за него дается аджр. Ради интереса я провел там пятничную проповедь, даже 2 раза. Я удивился, настолько хорошие были проповеди этого имама. Он использовал аяты Корана, хадисы пророка, и он даже читал салаваты пророку. Да, было видно, что он любит пророка и призывает следовать именно по пути пророка, да благословит его Аллах и приветствует.
Я задался вопросом, как же тогда шейх и его мюриды говорят, что он ваххабит? Я познакомился с имамом и почитал книги, которые он мне дал. Клянусь Аллахом, я полюбил этого человека ради Аллаха. Затем я пришел к своему шейху Суфию и спросил его, как можно убить человека, призывающего к исламу, Корану и Сунне? Ты лжец. Ты обманываешь людей. После этого я изменил песню, которую пели на зикрах. Вместо того куплета, где просят помощи у мертвых шейхов, я сказал, и не буду я взывать ни к кому, кроме как к Аллаху. Услышавший меня шейх разозлился и страшным голосом закричал, «Это же ваххабит!» А я ответил, «Значит, все, кто взывает только к Аллаху, ваххабиты? Значит, все мусульмане ваххабиты? Ты и тебе подобные вводите нас в заблуждение. Что было бы, если бы я умер так и не узнав истинную религию, истинное учение? Ты чуть не ввел нас в огонь». И тут все встали и прогнали шейха. Воистину, человек рождается с чистым сердцем, готовым поклоняться только Аллаху. А такие течения, как суфийские тарикаты, сбивают людей с правильного пути. О Аллах, наставь нас на путь истины и укрепи нас на этом пути. И да благословит Аллах и да приветствует посланника Аллаха Мухаммада и всех, кто последовал по его пути. И спросил его, как можно убить человека, призывающего к исламу, Корану и Сунне? Ты лжец. Ты обманываешь людей. После этого я изменил песню, которую пели на зикрах. Вместо того куплета, где просят помощи у мертвых шейхов, я сказал, и не буду я взывать ни к кому, кроме как к Аллаху. Услышавший меня шейх разозлился и страшным голосом закричал, «Это же ваххабит!» А я ответил, «Значит, все, кто взывает только к Аллаху, ваххабиты? Значит, все мусульмане ваххабиты? Ты и тебе подобные вводите нас в заблуждение. Что было бы, если бы я умер так и не узнав истинную религию, истинное учение? Ты чуть не ввел нас в огонь». И тут все встали и прогнали шейха. Воистину, человек рождается с чистым сердцем, готовым поклоняться только Аллаху. А такие течения, как суфийские тарикаты, сбивают людей с правильного пути. О Аллах, наставь нас на путь истины и укрепи нас на этом пути. И да благословит Аллах и да приветствует посланника Аллаха Мухаммада и всех, кто последовал по его пути.